Таких писем от городских властей Фарида Ахмедшина собрала немало. Все бережно хранит. Ей 87 лет, инвалид второй группы, ветеран труда. По закону женщине должна быть предоставлена квартира. Очередь стала в 2001-м, прошло 18 лет. Очередь ваша не дошла, постоянно говорят. А те, кто был после меня, почему-то получают квартиры. Даже местный депутат мне сказал, что в очередности нужно навести порядок. Всю свою жизнь Фарида Ахмедшина работала проводником поезда. Раньше здесь, в Агрызе, у нее была однокомнатная квартира, но в 90-е ее потеряла. Чтобы помочь сыну, она отдала ему квартиру. Тот жилье продал, открыл бизнес. Причем об этом женщина даже не знала. Дело долго не продержалось, бизнес быстро закрыли. В итоге дом арестовали, продали, бабушка осталась на улице. За комнату женщина платит 5500 рублей в месяц. Плюс коммуналка, вот и убежала пенсия, говорит Фарида Ахмедшина. Помогают соседи. Помогаем ей как можем. Ходим в магазин за продуктами, убираемся. Очень просим помочь бабушке. Эту историю длиною в 18 лет в администрации района, оказалось, прекрасно знают. Здесь нас уверяют, права на получение квартиры не нарушены. Пока бабушка стоит в очереди, предложили ей временно пожить в общежитии. Женщина отказалась. Действительно, Фарида Ахмедшина стоит в очереди с 2005 года. Сейчас она вторая. Субсидия на улучшение жилищных условий нам выделяются из федерального бюджета. Как только деньги поступают, мы сразу даем квартиру. Так свои жилищные условия улучшили 8 жителей, вставшие в очередь до 2001 года. Как говорят в районе, эти субсидии каждый год выделяют разным категориям нуждающихся. К примеру, в этом году заселять будут ветеранов боевых действий, в следующем как раз инвалидов. Значит, Фарида Ахмедшина получит жилье через год, спустя 20 лет. Сергей Хайдаров, Назир Нагуманов, Эльвира Вахитова, ТНВ Агрызский район.